Для нее сегодня двойной праздник. 85-летний юбилей Любови Криволаповой совпал с основным днем выборов. Раньше она сама старалась ходить на избирательный участок, но после болезни голосует дома. К ней приехали представители комиссии вместе с агитбригадой. Женщина говорит, выборы – дело ответственное, не пропускает их с 18 лет. Я всегда голосовала. Во-первых, когда случилась со мной беда, я перестала ходить. Ко мне стали ходить домой. Со страной жить вместе хочется. Не отвлекаясь от лечебных процедур, смогли проголосовать пациенты почти всех крупных клинических больниц республики. Здесь тоже работают избирательные комиссии. Отдать свой голос могут и пациенты, которые лечатся от коронавируса в красных зонах. Главные врачи собирают информацию о желающих проголосовать и сообщают в ЦИК. Как заявили в Минздраве, из ковид-госпиталей протоколы и бюллетени не выносят. Для этого используют специальные сейф-пакеты, чтобы исключить распространение вируса. Голосование удобно, предварительно заявление забрали у меня, объяснили, как будет проходить голосование. Никогда так близко, когда я голосовал, не было избирательного участка, поэтому очень удобно. Все условия для голосования создали и в ДРКБ. Нужен только паспорт. Сегодня у нас проголосовало 129 человек. Это ухаживающие, папы, мамы, бабушки, дедушки. Они все реализовали свое конституционное право, отдали свой голос. Мы с ребенком приехали на прием к травматологу. Здесь тоже есть пункт голосования. Вот решили здесь проголосовать, потому что так удобно. Голосование сегодня прошло и в следственных изоляторах Татарстана. Тот же ящик, те же бюллетени, только приводят избирателей группы и под конвоем. Своим правом выбора воспользовались почти 2000 человек, находящихся под стражей. У нас есть и уголовно-исполнительная инспекция. Сегодня 100 человек, то есть это граждане, которые находятся под домашним арестом. Право также есть у них голосовать, поэтому они прикреплены каждый по своему месту жительства. Отдать свой голос можно и во время прогулки с собакой. Так на 4 казанских участках разрешили прийти вместе с домашними питомцами. Для четвероногих оборудовали специальные зоны, где они могли попить и перекусить. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов и Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.